Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. По мере распространения цифровых технологий аудиокниги стали неотъемлемой частью современной литературы. Они особо востребованы очень занятыми людьми, молодежью, для которых чтение бумажной книги – непозволительная роскошь в отношении времени. Ну а аудиокнига для слабовидящего, слепого или пожилого человека – так это вообще спасение от изоляции и окно в мир. О новом проекте библиотеки для слепых мы сегодня поговорим с директором Республиканской библиотеки для слепых Айталиной Никитиной. Айталина Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите для начала, как давно ваша библиотека занимается созданием аудиокниг и с кем в этом процессе вы сотрудничаете? Ну, начну, наверное, с того, что наша библиотека была основана в 1967 году, и спустя 3 года при библиотеке уже открылась своя студия звукозаписи. В 70-м году, получается? В 71 году, да. И наши читатели тогда слушали книги на больших магнитных лентах, так называемых бобинах, но с течением времени они сменились на аудиокассеты, затем на CD-диски, а сейчас самым современным форматом, защищенным по авторским правам, является ЛК-формат на флеш-карте. Мы всегда, тогда и сейчас, да, всегда приглашаем дикторов, профессиональных дикторов. Это артисты театров, это дикторы якутского радиовещания. Могу назвать такие имена, как Лира Белолюбская, Кирилл Семенов, Зоя Богданова, Елизавета Потапова. Но книги мы выпускаем 50-60 названий сейчас. Это в год цифра такая? Это в год цифра такая. Раньше выпускалось, конечно, меньше, 5-6 названий. Сейчас у нас насчитывает более 800 названий. В основном на каком языке представлены аудиокниги? Большая часть из них на якутском языке, и большая часть это художественная литература. Можно сказать, что это уникальный контент, которого больше нигде в мире не существует. Да, это уникальный контент. Ну, аудиокнига. Чем отличаются ваши аудиокниги от обычных, к которым мы привыкли уже в своей жизни? Какое-то принципиальное отличие есть? Ну, вот чисто с технической стороны особой разницы нет, да, но скажу, что мы отказались от всяких там наложений, музыкальных сопровождений, звуковых каких-то, да, чтобы людям, нашим читателям, незрячим было удобно прослушивать книгу, да, это мешает всегда. И скажу, что вот уникальность в том, что мы издаем краеведческую литературу. Вот в этом наша уникальность. Ну, это здорово. А по какому принципу все-таки отбираются книги, которые попадают в этот библиотечный аудиофонд? Чем вы руководствуетесь? Ну, обычно мы руководствуемся, конечно, по плану, то есть по юбилейным датам наших писателей, анализируем актуальность произведений, да, и, конечно же, читательские запросы. Каждый читательский запрос мы рассматриваем. Но обычно вот в последние годы поступает много запросов насчет истории Якутии на русском языке именно, да. На якутском языке у нас есть, на русском языке хотят научно-популярные издания. Ну, если говорить о читательских запросах и в частности о читателях, кто является читателями ваших и слушателями вашей библиотеки? Только слепые люди или кто-то еще может прийти и записаться? Хотя наше название «Республиканская библиотека для слепых», мы обслуживаем не только незрячих, да, но и слабовидящих с инвалидностью по зрению. И еще у нас есть такая категория люди с затруднением чтения плоскопечатного текста, то есть обычного текста. Обычно это люди старшего поколения. Да? У нас есть такая категория читателей, мы их с удовольствием принимаем, конечно. Ну а все-таки говорить, если о библиотечном фонде, то что больше востребовано? Все-таки книги, написанные текстом Брайля, системой Брайля, или все-таки уже больше популярность аудиокниги стали приобретать? Ну, конечно, вот по анализам, по отчетам, да, если посмотреть, хотя мы всегда пропагандируем шрифт Брайля как основу грамотности, да, но аудиокниги всегда на первом месте у нас. Все-таки это проще и доступнее. Да. Ну, я знаю, что у вас стартует скоро новый проект, это мобильное приложение. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это будет, как этим можно будет пользоваться и кто сможет им пользоваться? 19 декабря на следующей неделе у нас будет презентация мобильного приложения аудиокниг, именно репродуцированных нашей библиотекой.
Можно будет скачивать в Play Market самостоятельно, а логин и пароль мы выдаем индивидуально сами. Если с городскими читателями, да, пользователями все понятно, мы будем консультировать их индивидуально, то с районами будем работать через библиотечные пункты, которые организованы в муниципальных библиотеках. Там есть ответственные лица, которым будут тоже даны консультации, чтобы они проводили консультации уже на своих местах. Они будут высылать нам списки желающих читателей, пользователей, которые желают получить вот это приложение, да? И мы будем уже индивидуально каждому отправлять логин и пароль. Ну, если говорить о структуре приложения, есть поиск с возможностью голосовой команды, что очень удобно, очень удобно для незрячего. Да? Есть книжная полка, можно поставить на паузу, передвигаться по главам. Есть новинки, где можно посмотреть последние новинки. Да? И мы, в общем-то, отказались от всяких всплывающих окон и так далее. Вот в Литресе, к примеру, есть, да, такие моменты. У нас простота, лаконичность в использовании именно незрячими, слабовидящими людьми. Что касается вот слабовидящих, мы использовали крупный шрифт, контрастный фон. Но это проект, я так понимаю, уже не коммерческий, доступ будет предоставляться абсолютно бесплатно. Бесплатно, да. Но пока только, скажем так, читателям вашей библиотеки. Да, пока так. Но сейчас я могу сказать, что сейчас идут переговоры с библиотеками города Якутска о предоставлении доступа для более широкого круга населения, потому что поступает очень много вопросов по этому поводу, желают многие. Ну и сотрудничество, я так надеюсь, будет все-таки плодотворным. Да, надеюсь, что мы придем к какому-то консенсусу. Какие книги все-таки становятся самыми популярными, от чего это зависит? Может быть, люди предпочитают определенного диктора слушать или определенную тематику? Что вот здесь можно рассказать? Да, ну вот предпочтения самые разные. У молодежи, к примеру, они любят более исторического характера, да, детективного характера. Старшее поколение больше юмористического направления ищут. А вот про дикторов есть такой момент, потому что есть такие читатели, которые любят слушать мужские голоса, мужских дикторов, мужчин, да, дикторов мужчин. И у нас в приложении будет, вот в поиске можно вбивать по именно диктору, по полюбившемуся диктору, к примеру. Ну вот расскажите, наверное, будет интересно всем нашим зрителям, как выглядит сам процесс создания аудиокниги. Вот вы решили, выбрали в печатном виде какой-то вариант, и вот что делается дальше, сколько это длится по времени, какие там нюансы существуют, сам процесс. Ну вот мы выбрали книгу, пригласили дикторов, но дикторы иногда сами к нам подходят, да, и уже у нас есть своя студия звукозаписи, это звукоизоляционное пространство, в котором работает тифлоинженер. Сейчас у нас работает Неустроев Петр Петрович, он уже более 20 лет у нас работает, сам он брайлист, тоже инвалид по зрению, да. И там записывается, и человек, тифлоинженер, уже улучшает качество, раскадровывает и так далее. Но это, в принципе, трудоемко, 4-5 названий книг в месяц получается. А как часто вот это приложение, которое будет доступно, скажем так, вашим посетителям, будет обновляться? По мере поступления книг сразу будет обновляться. То есть практически книга вышла, сразу попала на завтра в приложение. И вот в новинках уже можно просматривать. Ну, вы, предлагая такой продукт, скажем так, потребителю, должны его досконально изучить. Да. Сами вы слушаете аудиокниги? Ой, я сама, конечно, слушаю все наши книги, репродуцированные в нашей студии звукозаписи. Но это ради профессионального интереса. Но бывают такие книги, которые просто захватывают, что дослушиваешь до конца. Могу сказать, последний раз я читала вот «Любовь Готовцевой», «Эджипи Егитрнахпут», но основанные на реальных событиях. Вот действительно было очень интересно. Вот в последнее время в моду вошли так называемые авторские читки, когда автор сам зачитывает свое произведение. Как вы к этому относитесь? Все-таки это достойный выход из ситуации или все-таки лучше доверять это профессиональным актерам? Ну вот насчет авторских читок у нас опыта не было. Это очень хорошая идея, кстати.
Я могу, наверное, воспользоваться случаем и обратиться к нашим писателям, если они хотят оставить свои литературные произведения своим же голосом. В принципе, они могут к нам подойти, мы всегда рады сотрудничеству. Какие новинки уже запланированы к выходу в ближайшее время? По новинкам, я могу сказать, что в ноябре мы вот акцию запустили, да, «Голоса Победы». Тут озвучиваются книги писателей-фронтовиков. И она будет продолжаться до апреля, и в мае мы будем презентовать уже сборник. Зачитывает их представители государственной, общественной, все. Да? Первым участником у нас был Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития. Он, в свою очередь, тоже передал эстафету Саргадаеву Степану Анатольевичу, министру молодежи. Ждем следующих участников сейчас. Тоже хороший проект. То есть, если известные популярные люди, которые захотят, может быть, присоединиться к этому проекту или вообще внести свой вклад в развитие вашей библиотеки, то могут смело к вам обращаться, да, и вы конечно. готовы к сотрудничеству с любым. Да, готовы к сотрудничеству всегда. И с культурными учреждениями мы работаем всегда с удовольствием. Это здорово. Айталина Семеновна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была директор Республиканской библиотеки для слепых Айталина Никитина. До встречи в эфире.